Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей моего канала, а также зрителей канала Аслана Арцуева. Во-первых, Аслан, здравствуйте. Здравствуйте. Я подозреваю, что на вашем канале также будет этот выпуск. Он в какой-то степени экстренный. Мне будет приятно, если вы у себя тоже его разместите. Для моих зрителей скажу, что Аслан Арцуев – правозащитник, глава правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. И он ведет свою очень активную, очень эффективную деятельность. Соответственно, отстаивает права не только мужественных чеченцев, но и всего народа Ичкерии и также всех тех, кто сражается за правду, а значит сражается против преступного путинского режима. Сегодняшний наш выпуск, в принципе, довольно уже регулярной программы, которая называется «Марш Вовила», то есть «Приходи свободным», а мы говорили о том, что и приходи, и живи свободным, и уходи свободным, точнее сказать, живи свободным, если я правильно понимаю. Мы будем посвящать разбору самого нашумевшего события последней недели, то есть вот этому теракту в Крокус-Сити-Холле. Я попросила Аслана рассказать, что же там на самом деле произошло, по той причине, что с каждым днем информация, которая появляется, вызывает все больше вопросов и возникает все больше противоречий. И теперь уже приходится сказать, что фактически ни одному слову, которое выходит из России, не получается поверить вообще. То есть откуда бы ни шла эта информация, если первоисточник российский, там уже виден какой-то нарратив, какая-то тенденция, какой-то умысел, и в общем, который выглядит так, что они хотят просто откровенно всех запутать. Почему, Аслан? Здравствуйте, Мария. Дело в том, что давайте сразу приступим к обсуждению вот этих событий. Дело в том, и нужно начать с того, что путинская клика, Путин, Патрушев и учреждение КГБ СССР, которое переформатировалось, поменяло название и стало называться ФСБ, возвела террор в ранг государственной политики. Мы это должны зафиксировать изначально. Дело в том, что мы на протяжении вот этих 30 лет, с 91 года, сначала с развала Советского Союза, с начала широкомасштабного вторжения первой так называемой русско-чеченской войны в 1994 году, когда Россия напала на нас, с тех пор мы всему миру доказываем, кричим, что Россия является, нынешняя власть, режим является террористическим, бандитским. Нам объясняли и тут на Западе, что немножко потерпите, что они станут демократами, Россия станет демократической и так далее, и так далее. И наши крики утопали в крови и в геноциде нашего народа. Это нужно зафиксировать. Это не оборот речи, это не наговор, который делают чеченцы на там хороших русских или кого-то там еще. Нет, это стопроцентно юридически доказанный факт. Нами неоднократно доказано. Ну, та маска, то лицо, которое, то рыло, которое скрывало КГБ СССР, и нам она снимала маску и показывала нам свое вот это ужасное лицо, вот это свое рыло. Не все его видели, скажем так. Сейчас его увидели украинцы. Я почему это вот сейчас так обстоятельно пытаюсь говорить? Потому что события реально разворачиваются очень неоднозначные, очень странные события разворачиваются. И поэтому я бы хотел начать именно вот с зафиксирования вот этого момента. Дело в том, что один из самых ярких, чтобы, опять же, мы на самом начале еще, Мария, с вами говорили, еще когда только наша вот эта рубрика передачи начиналась, одни из первых наших серий, мы с вами обсуждали взрывы домов в 1999 году, когда Путин с Патрушевым пришли к власти, окончательно пришли к власти, посторонили всех остальных и заняли, как мы уже видим, на четверть века уже вот этот
Кремль и всю власть в России. Тогда они взорвали свои дома, обвинили в этом нас. Буйнакский дом взорвали, 2 в Москве, 1 в Волгодонске. И при попытке подрыва 5-го дома в Рязани были задержаны с поличным. До этого тоже были террористические акты. Мелкие, относительно мелкие террористические акты. Это автобусы, троллейбусы, захваты заложников. Это взрывы электричек. На мосту Яуза подорвался 1 сотрудник тогда ФСБ. Ну и много-много таких вещей было. Россия всегда подвергалась террору со стороны своих спецслужб, которые в соответствии с законом, Конституцией должны их охранять. И россияне, русские гибли от своих спецслужб не только вот сейчас во время так называемой демократической России, но и всю историю Советского Союза, ну и царской России тоже. И вот сейчас произошел очередной террористический акт. 22 марта неизвестные люди заскочили в торговый центр, торгово-развлекательный центр Крокус Сити Холл и расстреляли людей. Мы видели эти кадры, эти ужасающие кадры, которые не могут оставить ни одного нормального человека равнодушным. И, конечно же, пользуясь случаем, очередной раз я у себя это выражаю соболезнования всем родным и близким погибшим, невинно пострадавшим. Потому что это не имеет никакого оправдания, никакой религиозной подоплеки в этом быть не может. Ислам запрещает убивать невинных людей. Но факт налицо. Произошел террористический акт. И что последовало за этим? Дело в том, что я лично у себя в стримах неоднократно предсказывал, что будет террор, будут террористические акты, потому что это последний козырь Путина, Патрушева. Это их методы. Они проводили теракты у нас в Чеченской Республике Ичкерия, у себя в России, тут в Европе. Знаем мы этот режим, что из себя представляет. И сейчас, когда произошел этот террористический акт, мы также предсказывали, что отмена моратория на смертную казнь, что закручивание гаек, мобилизация, которая так сейчас как жизненно важна для учреждения ФСБ, для Путина, Патрушева, потому что самые большие потери российская армия несет. Плюс очень много так называемых 500-х дезертиров с фронта. И это большая проблема. Просто об этом сейчас не говорят, но это очень большая проблема. Люди понимают, что они вот эти турбопатриоты, те, кто обманом заманены вот на эту войну, понимают, что машину, украинскую военную машину сломить они уже не могут. И все уже прекрасно поняли. Путин сам это прекрасно понимает. Поэтому вот перешли вот на эти методы террористических актов. Ну вот я подхожу, извините, что так долго, я подхожу к самому главному. И обвинение в этих террористических актах, в этом ужасном террористическом акте Украины. Во-первых, Украине это невыгодно по всем просто признакам. По всем признакам. Дело в том, что Украина имеет такой колоссальный авторитет и уважение в мире и в Европе, получает такую колоссальную помощь и поддержку, что лишиться ее – это равносильно самоубийству. Пойти на такой шаг, даже если бы, например, в Киеве заседали бы такие люди, как Путин с Патрушевым, а не человечные, нормальные люди, как Зеленский, то даже в таком случае это не пошли бы на этот ужасный террористический акт, потому что это просто равносильно самоубийству. Любой дрон, любая ракета, которая запускается с территории Украины, она наносит намного больше вред и в моральном смысле, и в военном, и в политическом смысле. И что привлекать каких-то террористов для того, чтобы убивать безоружных женщин, детей, это не по-украински, это, скажем так, прямо. Не по-человечески. Но почему-то и Путин, и Патрушев, и Бортников настаивают на украинском следе, как когда-то они настаивали на чеченском следе, когда взрывали свои дома в 1999 году. И знаете, у меня есть опасения, что могут появиться какие-то такие
доказательства, которые могут подтвердить в какой-то степени какие-нибудь лица. И я, как человек, который стою на страже интересов чеченского народа, могу сказать, что мои опасения, что вот не дай бог это окажутся какие-либо чеченцы, которые сейчас находятся в Украине, и окажутся они теми, кто скажет, да, это мы их отправили туда. Ну, вот так, условно говоря, какие-нибудь доказательства, которые нам сейчас предъявит Бортников, Патрушев и так далее. Дело в том, что мы давно говорим, что некоторые деятели, в том числе чеченской национальности, которые находятся в Украине, такие как Закаев, например, и его окружение близкое, что они давно заигрывают с этими исламскими разными радикалами. В 2017 году они начали нести, ну, такой вот религиозную вот риторика у них поменялась, что, конечно же, ну, это не обязательно, что это будет именно на этих людях фокусироваться, вот это обвинение, и как-то связывать их вот с этими таджиками, которые, скорее всего, были просто такими подставными фигурантами, которые, может быть, какую-то роль они там сыграли, даже, может быть, принимали участие в этой стрельбе, в убийстве, но что вот основными они были фигурантами, в этом, конечно же, я очень сильно сомневаюсь. Поэтому я боюсь, Мария, что может возникнуть какая-то ситуация, какие-нибудь радикалы, которые ранее находились в Сирии, каким-то боком имеют отношение к ИГИЛ, сейчас могут всплыть в Украине. Они могут оказаться чеченцами, они могут оказаться другой национальности, которые там весь мир воюет за Украину. Поэтому вот эти вещи меня, например, со вчерашнего дня, когда они начали позавчерашнего дня, ну вот просто не оставляют они эту версию, что за этим стоит Украина. Что значит, может быть сейчас какая-то провокация в отношении Украины. И это меня настораживает. И именно поэтому, чтобы начать вот эту тему, я сказал, кто такие Путин и Патрушев, чтобы это как аксиома, не требующая доказательств, точно так же, чтобы мы усвоили, что Путин и Патрушев и учреждения ФСБ – это и есть террористы. И где бы ни оказался террорист, как бы он ни был подстроено все это однозначно, на мой взгляд, за этим стоит Путин с Патрушевым. И теракт, совершенный в Крокус-Сити Холл, это дело рук российских спецслужб. Как-то так. Смотрите, давайте немножко практических вопросов я задам. Вот, например, все основываются на том, что вот, дескать, этот белый Рено с тонированной черной крышей, вот он там, вот его номера, вот он потом каким-то непонятным образом проделал гигантскую дистанцию за достаточно короткое время и оказался в другом месте. У меня вопрос. В чем проблема для этой структуры сделать машину-дублер, которая где-то там вокруг Крокуса ездила какое-то время, а потом затерялась, соответственно, в направлении Брянской области, а в итоге та оригинальная машина, с которой был сделан дублер, просто где-то действительно попалась в Брянской области с теми же номерами, а вот та, которая, так сказать, машина, которая работала под ту, она сняли с нее тонированную эту черную крышу, поменяли номера и дальше себе уехали. То есть почему обязательно нужно верить тому, что та машина, которая выехала от Крокуса, есть та же самая машина, которая была в конце концов найдена, и то кем? Какими-то, можно сказать, я даже не знаю, как назвать это. Это и не спецслужбы, это даже толком не полиция, а это какое-то такое достаточно специфическое подразделение, которое почему-то накинулось на них, сразу решило скормить одному из них ухо под камеру. То есть захотели, чтобы это видео набрало как можно больше просмотров, потому что, такое варварство, в общем, зверство по отношению даже к подозреваемому. Пока кто-то подозреваемый, и пока нету гарантированного ответа, виновен он или нет, в общем, так обходиться с человеком, это достаточно варварский, такой дикарский подход. Было, конечно, предсказуемо, что это видео наберет большое количество просмотров. Тут, значит, соответственно, если это было задумано как такое видео
доказывающая причастность конкретно этих 4. Причем также, это я просто набрасываю те вопросы, которые у меня возникли, на которых ответ я не могу найти. Также понятно, что 4 — это точно не все, которые это делали. Уже не говоря о том, что там много каких-то людей было, которые во время стрельбы спокойно ходили, передвигались. Уже лица деанонимизированы каких-то с тактическими, значит, этими, тактической кобурой под синими какими-то кофтами, футболками, майками. То есть там было полно каких-то сотрудников. Опорный пункт в самом Крокусе полиции не работал, непонятно почему, ничего не сделал. Те, которые даже по статистике в зале находились, 100-200 человек причастные так или иначе к силовым структурам. Это просто если взять в среднем по России, сколько людей так или иначе являются сотрудниками, то и там на концерте тоже были какие-то сотрудники, которые, может, проводили свой досуг, а может быть и не только. Значит, в 10 минутах от них ходьбы, а езды 1,5 минуты, значит, ОМОН, Росгвардия, целая часть, тоже никто не приехал. Значит, это все вызывает вопросы. И теперь главный вопрос, зачем тогда вообще были нужны таджики, если по большому счету они каких-то 4 поймали, им предъявили все. Один, по-моему, уже доведен до смерти, 2 даже не мог ничего сказать в суде. Видимо, кто-то объелся ушей, кто-то, значит, кому-то к гениталиям подводили ток. То есть это как бы вызывает не просто огромные сомнения, а вызывает ощущение того, что кто это делал, рассеялись совершенно в другом направлении, а те, кто пойманы, уже, наверное, готовы взять на себя все, что угодно, и, может быть, были использованы вслепую. Вот в чем дело. Да, совершенно верно, Мария. Именно поэтому я начал разговор, что вот эта группа лиц, которая сейчас возглавляет Россию, возвела террор в ранг государственной политики. Это не оборот речи, это не... Простите, Аслан, давайте я конкретизирую вопрос. Смотрите, можете ли вы себе представить, что это дезорганизованность процессов, что в итоге полиция нашла кого-то, кто действительно имеет к этому делу, и по тупости они вчетвером поехали туда, куда поехали, значит, или это вообще, то есть это, я имею в виду, может ли быть такое, что полиция, там, Следственный комитет пошли по какому-то следу невыгодному для ФСБ. Так, например, было в Рязани. В Рязани же начали расследовать, оказалось, что как бы выходят сами на себя, и тогда это все повернули в другую сторону. Может ли здесь быть такое, что здесь просто нету слаженности, и одни не знают, что кто сделал, и расследуют, в итоге выходит на след совершенно невыгодный для их основной версии? Или это спланировано вместе с этой версией и с отвязанными ушами все вместе? Мне кажется, в 1999 году, когда в Рязани МВД и ФСБ возбуждали дело по статье «Терроризм», а потом через 2 дня только выяснилось, что это были так называемые учения, и там не было гексогена. Это та неслаженность, когда произошла в то время, она сейчас, мне кажется, не могла произойти, потому что уже ситуация очень сильно изменилась. И мне кажется, конечно же, это террористический акт, который провели российские спецслужбы, задействовав, скорее всего, при помощи этого самого ИГИЛ. Это реально может быть, потому что ни для кого не секрет, что Россия имеет очень тесные контакты с разными террористическими организациями по всему миру. Есть случаи, я бы тоже хотел бы рассказать, буквально в 2 минутки, Мария, постараюсь. В 2017 году, в конце 16-го, начале 17 года, у ФСБ по Чеченской Республике Игорь Хвостиков, главарь банды UFSB по Чеченской Республике, тогда по его приказу было задержано более 100 человек, более 100 человек, около 100 человек из них было казнено. И эти люди, их паспорта, их трупы сжигались, их трупы уничтожались. Это молодые люди, которые абсолютно кто-то имел отношение к сопротивлению, кто-то нет, у кого-то родственники имели отношение к сопротивлению российской оккупации.
этих молодых людей, если вкратце все рассказать, их паспорта отправлялись в Москву. В Москве сотрудники Главного управления Генерального штаба, так называемого ГРУ, под видом чеченцев, около 100 человек, было отправлено в Сирию, которые влились в ряды ИГИЛ. И сотрудники ГРУ, российской армии, под видом чеченцев находились в Сирии, в составе ИГИЛа, того ИГИЛа. Нам сейчас говорят про ИГИЛ и К, это уже немножко другое ответвление. Я вчера смотрел ваш стрим с Гарри Табахом, и это на самом деле это такие разрозненные группы, конечно же, и ИГИЛ и К, может быть, это уже как бы другая структура, другая система. Но дело в том, что вот этот террористический акт, как вы верно заметили, он не мог произойти вот так слаженно, без проблем, какими-то, извиняюсь, таксистами, какими-то вообще абсолютно не похожими на бойцов людей. Если люди так убивают людей, так хладнокровно, жестоко убивают, почему они бросают оружие? Почему вообще, во-первых, когда они идут, такие люди, то они должны идти до конца, это как бы должны быть смертники, но опять же, они совершают это преступление, и им разрешают оттуда выйти, дом, вот это здание не окружается, никого там перестрелок не происходит, около часа, как вы правильно сказали, там люди до них не доходят, ну вот этот ОМОН, СОБР там и так далее, но все просто показывает на то, что эта группа, может быть, и принимала участие, либо она принимала не такое, которое ему приписывают, полное внимание, либо же она какое-то все-таки вообще не принимала в убийствах, а убивали другие люди. Мне кажется, именно так и было, что были другие группы, которые и поджогом занимались, и убийствами людей занимались, быстренько все это организовывали. И потом нужно было выпустить, почему их оттуда выпустили. Почему за этим стоят российские спецслужбы, я считаю? Потому что их выпустили, им надо было дать уйти, так сказать, в сторону Украины. Это чтобы подумали на Украину. И боюсь, вот именно поэтому я боюсь, что сейчас появится еще какой-то факт, который будет подтверждать, что эти люди реально, их Бортников сказал, что их там должны были с почестями встретить, там, как они только пересекут границу Украины. И сейчас какой-нибудь час появится человек в Украине, или же сбежавший с Украины, который скажет, что да, вот я должен был их встретить. И вот мне кажется, в этом направлении хотят дискредитировать Украину. Не просто мобилизация, не просто запугивание своего российского народа, а вот это отрезание ушей, пытки, все это на протяжении 30 лет творилось над чеченцами. Даже еще более ужасные вещи. Я это сам лично общался со свидетелями, с людьми, которые выжили после этих пыток. И нам особо не верили. Сейчас это в какой-то степени запугивание российского народа. И вот попытка дискредитации Украины, чтобы связать ее с этим террористическим актом, и это все как по лекалам, по методичке террористического учреждения ФСБ. Аслан, скажите мне, пожалуйста, вы же, наверное, заметили, что, скорее всего, от пожара погибло больше людей, нежели от непосредственно действий террористов в смысле огнестрельного оружия. Да. Вот у меня вопрос. Как вы думаете, можно ли было бы организовать такой пожар в течение там, 15 минут, просто разбрызгивая какие-то горюче-смазочные материалы по залу? Не кажется ли вам, что это надо было заранее закладывать какие-то, может быть, я не знаю, взрывчатку или что-то еще, обливать там какие-то конструкции и так далее, то есть придавать ей дополнительной горючести, если учесть, что если уж мы наконец-то поговорим о таджиках, то в конце концов дворники, уборщики и прочий обслуживающий персонал традиционно
традиционно в Москве, особенно на таких объектах, это, как правило, таджики или большая часть из них таджики. Может быть, это тоже как-то было заранее уже все проделано, подготовлено, заложено, облито и так далее. И потом нужно было только в какой-то момент вот нескольким людям, которых, видимо, мы вообще не знаем, и не знаем ни фамилий, ни имен. То есть это даже не Баширов с Петровым, знаете, условные, вот которые сейчас, допустим, всплывут в конце концов, потому что уже есть, вот то, что я сказала, распознавание лиц, уже нашли непосредственно в зале находящихся сотрудников, которые там вот в миру там имеют какие-то должности типа физрука на четверть ставки и так далее, но уже все поняли, что это сотрудники, потому что их уже в разных таких вот ситуациях за спиной то одного политического российского преступника, деятеля какого-то, то другого там ловили. Поэтому выглядит это так, что это было заранее все уже давно все сделано. И теперь вот вопрос. Скажите, а в какой момент какая-то утечка этой информации произошла, что россиян или, скажем так, террористов, то есть Путина, Патрушева, вот эту всю шайку, стали предупреждать американские специальные службы. То есть они давно, видимо, готовили. Если можно, я еще пример приведу вот с чем. Они якобы, может быть, да, может быть, нет, но якобы они предотвратили теракт в какой-то синагоге буквально там 2 неделями ранее, о чем Дорофеев рапортовал. Значит, то есть какая из этих всех историй выплыла или кто там проболтался, куда прошла утечка, почему, что и как, я не знаю, но у меня такое чувство, что именно подготовка к тому теракту, который в итоге состоялся, привлек каким-то образом внимание ЦРУ. Да, вы совершенно правы, Мария. Конечно же, этот пожар, он так быстро, мы практически в прямом эфире все это видели, да, мы сейчас в 21 век, и все быстренько раскидывают эти видео, и быстро они в вирусном порядке быстро расходятся, и мы видели все, как они там расстреливают в холле, как происходит пожар, буквально за несколько минут так сильно все вспыхнуло. И, конечно же, в любой фабрикации, в любой всегда есть слабые стороны, в любой. Да, и поэтому вот эти вещи, они, конечно же, указывают и косвенно указывают на то, что за этим стоят не просто вот эти 4 таджика, которые не говорят по-русски, чтобы они правильно подожгли где-то, ну, даже если просто план прочитать этого здания, он же на русском языке написан, да, если как-то все это смотреть, изучать, человек, ну, как минимум должен хотя бы немножко владеть русским языком, хотя бы спросить прохожего о чем-то. Плюс еще вы, наверное, обратили внимание, фотография, которая одного из обвиняемых, подозреваемых, сделанная каким-то фотографом вот в этом торговом в этом корпусе. Случайно какой-то фотограф, случайно сфотографировал его. Ну и тем самым нам хотят сказать, что именно вот этот таджик, вот этот подозреваемый находился в этом Крокус-Сити, и что он, конечно же, может быть связан. Ну а где гарантия, что это в этот же день он там находился? Да, конечно, нет, не обязательно, нет, они не говорят, что в этот день, за 2 недели до этого. Ага, я поняла. Просто, что он там ходил, там ошивался, смотрел, наблюдал, там готовился. Вполне возможно, что их использовали для того, чтобы именно они там изучали обстановку, смотрели, там, 3-10, вы ничего делать не будете, вы просто будете смотреть, вам ничего делать не нужно. И, ну, и его фоткают, чтобы потом нам предъявить и сказать, что вот он же там находился, вы не можете сказать, что его там не было. Фотография-то есть, вот, и так далее. Поэтому это все укладывается в ту канву о том, что за этим стоят российские спецслужбы, что этот террористический акт велся спецслужбами, российскими спецслужбами, и все последующее, и избиение их, отрезание уха, и все остальное, это тоже акт устрашения как россиян, в первую очередь, и, ну, открытие настоящего рыла вот этой вот этого учреждения, которое всегда этим только и занималось. В таком случае, Аслан, у меня, значит, вы в общем, направляете, скажем так, мои мысли вот в неком русле, и вот в этом русле я попадаю в таком случае вот на такую
можем сказать, гипотезу, что эти двое, Патрушев и Путин, которые давние подельники, у которых не то что по локоть, они просто утонули уже в крови, возникла идея каким-то образом не только, то есть у них много каких выгод от этого, назовем это так. То есть у этих международных преступников, террористов, появилась возможность принимать соболезнования сразу после так называемых выборов этого балагана, где, по идее, многие не просто усомнились, а большие международные организации, целые страны, в общем-то, собирались назвать всю эту деятельность абсолютно вне закона, что он нелегитимен и так далее. И тем не менее, после этого теракта вдруг начали звонить и выражать свои соболезнования. Ну, к сожалению, не семьям пострадавших, а именно ему, как представителю главному. Но тем он уже для себя, соответственно, извлек какую-то выгоду. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, как вы верно заметили, у них мог быть продуман какой-то длинный вот этот вот извилистый путь, при помощи которого они в итоге все равно будут каким-то образом вот переводить внимание на то, что кто-то, значит, из Украины, когда-то находившийся там или еще как-то, начнет им подыгрывать какой-то, предатель, по сути, или там, как бы это сказать, а может быть, изначально провокатор, может, завербованный, может, агент, кто угодно, но у них таких много по миру. Значит, но и еще ко всему прочему, мне почему-то показалось, что, может, у них возникло желание устроить большой крупный передел в своих силовых структурах. Может ли быть такое, что под этим, вот с этого предлога начав, они поувольняют на еще более лояльных и менее зажравшихся разных там своих этих ФСБшников? То есть может быть такое, что сейчас говорят о том, что вот Королёв, Алпатов, там, Дорофеев, Ткачев, там, Бортников, Патрушев, еще кто-то, что они все в каких-то конфликтных взаимоотношениях находятся по-разному. Кто-то с кем-то примкнувший, значит, в одной группе, кто-то в другой, кто-то в третьей. Но в любом случае, как ни возьми, все эти, они достаточно уже давно в системе, они такие уже матерые, волчары, такие казнокрады, которые там друг у друга из пасти выхватывали самые жирные куски, сажали пачками невиновных, сотнями репрессировали, значит, и так далее. То есть это такие уже, за этим столом их преступным сидящие, пирующие, которые уже много чего друг про друга знают, про них знают. В общем, они им, видимо, уже не нужны. И вот я подумала, может быть, это, в общем, такой старт передела, там, поменять кого-нибудь Колокольцева, там, Бортникова, даже, я не знаю, там, поставишь вместо Бортникова какого-нибудь условного Ковалева или Ткачева, или вообще ни того, ни другого не поставить, а какого-нибудь третьего, своего, какого-то более, там, не знаю, пока им для них менее опасного. И вот все это говорят, что будет смена Мишустина на какого-то другого премьера. Может быть, это вот передел всего этого их аппарата? Конечно же, Мария, это тоже вполне может быть, потому что всегда преследуется, вот поэтому мы зафиксировали, что за этим террористическим актом, на мой взгляд, стоят российские спецслужбы, и если они за ними стоят, то, соответственно, всегда бывает не только одна причина, по которому они проводят, всегда они пытаются несколько, чтобы было польз извлечено из этого. И, конечно же, вот одна из тех может быть та, о которой вы говорите, что передел, отстранение неблагонадежных, потому что реально есть люди, которые понимают, что Россия катится в тартарары, что в Северной Корее это может показаться цветочками по сравнению, что сейчас может быть с Россией. И есть люди, которые могут... Они не такие кровавые, как Путин с Патрушевым, например, и они могут сказать, а зачем нам сейчас вместе с Путиным, Патрушевым за 70 лет стариками вместе тонуть с ними.
И да, вполне возможно, что и эта причина тоже не только запугивание населения, не только обвинение Украины для дискредитации на мировой арене Украины, но и как бы передел. Все, конечно же, все может быть. И вот вы в предыдущем вопросе сказали по поводу того, что американцы предупредили и так далее, и что как бы они слабо отреагировали вот, на этот террористический акт, который ведь еще 8 марта американцы и другие европейские посольства в России сообщили о том, что вероятно будет неотвратимо, даже была такая формулировка, что неизбежно или неотвратимо произойдет террористический акт в течение 48 часов. На второй день были убиты 2 гражданина Казахстана, которых обвинили в том, что они связаны с ИГИЛ. Это российские спецслужбы их убили. И казалось, что вроде бы сейчас отложился этот неотвратимый террористический акт. Американцы таких формулировок обычно не делают. Даже когда нападение в 22 году, нападение широкомасштабное на Украину было, тогда американские спецслужбы заявили, что вероятно неотвратимое нападение будет. А тут неотвратимо, что будет этот террористический акт. Конечно же, это меня тогда натолкнуло на мысль, что за этим стоят российские спецслужбы, потому что если это произойдет неотвратимо, значит, те люди, которые контролируют вот этот участок земли, Москва, Россия, которые есть, значит, они хотят это сделать. И поэтому американцы говорят, что это неотвратимо произойдет, потому что те, кто может предотвратить, он заинтересован, чтобы он произошел, это террористический акт. Вернее, и поэтому они именно так и назвали «неотвратимо произойдет». Поэтому да, все идет к тому, чтобы был передел, подготовленные в России все вот эти демократы, все вот эти либералы, оппозиции, все, от Ходорковского до Навального и все остальные, это симулякры. И единственный, на мой взгляд, не симулякр в России, это который Путин очень лелеет, холит, это НОД, национально-освободительное так называемое движение, которое уже подготовило вот этих люмпенов пролетариата, так называемых, которые должны начать вот эти массовые расстрелы. Вот я об этом несколько лет твержу, что они к этому идут, они готовят к этому общество. И единственный не симулякр, вот этот НОД, они могут, вот, как вы говорите, заменить вот этих старых засидевшихся товарищей на новых парней в шинелях, которые будут проводить массовые расстрелы. Ну, смотрите, тогда следующая моя гипотеза. Значит, приближенный к Патрушеву, наиболее ему близкий из всех этих, это, конечно, глава ФСБ по Москве и Московской области Дорофеев. У них там с ним общие деньги, как бы это сказать, формируются благодаря похоронному бизнесу. То есть это, представьте себе, они прямые выгодоприобретатели того, что многих или еще больших, а чем больше, тем лучше, хоронят. Они непосредственно захватили этот бизнес. Ну, это у них, в принципе, старый прием. Раньше это было только в Питере. Там, я имею в виду, что это Путин и раньше все осваивал, благодаря другим своим там в этом направлении, как бы это сказать, представленных. Но сейчас вот мы говорим о том, что то есть в Питере когда-то у него был такой Игорь Адольфович Минаков и Ассоциация «Защита». Но это старая история, где они, видимо, поняли... Бизнес? Да, поняли эффективность того, как это прибыльно. А вот сейчас они это все... Извините, это не только прибыль, это удобно в их профессии избавляться от трупов. Это большая проблема избавления от трупов. А когда у вас есть крематорий, когда у вас есть кладбище, куда можно все спрятать, это очень удобный бизнес. В их отрасли это очень важно, не просто даже деньги. Вот смотрите, сейчас у них там такой Шелягов, который, соответственно, под кураторством Дорофеева развил это все еще гораздо масштабнее, и вот это теперь все охватывает Москву, Московскую область. А тут должна сказать, что административные, оперативные возможности главы
ФСБ по Москве и Московской области, наверное, сопоставимы с возможностями главы вообще всего ФСБ по всей России. Потому что Москва – это такой ими выращенный такой супер кровожадный мегацентр, который просто заполонил собой все. Все сделки, в конце концов, там проходят в Москве, то есть в основном вся экономическая деятельность, это все туда стянуто, поэтому это такая персона, на которой Патрушев, значит, соответственно, сфокусировал в том числе и вот эти свои главные потоки, то есть вот это все гробовщичество. То есть моя идея заключается в том, что значит Патрушев сейчас будет делать ставку на Дорофеева в качестве главы всей ФСБ и на своего сына, значит, который ныне министр сельского хозяйства, в качестве премьер-министра будущего вместо Мишустина. То есть из того, что произошло, можно сделать пока такой вывод, что он к этому во всяком случае стремится. Значит, будет это или нет, мы с вами посмотрим. И будем делать выводы уже по тому, какие будут или не будут перестановки. Значит, все-таки хотела с вами еще вот какую тему обсудить. Вот они все такие, значит, там, как бы это вам сказать, матерые со стажем такие людоеды и считают, что тот хаос, который они начали сеять, они его сеют, конечно, уже давно, но масштабы сейчас уже просто, я не знаю, действительно удручающие, да, что они будут им каким-то образом управлять. А вот у меня вопрос. Дело в том, что есть такая теория Карла Клаузевица по поводу того, там он долго это все объясняет, как война, в конце концов, все равно приходит в дом того, кто ее начал. Вот у меня к вам теперь вопрос. Раз уж они, вы просто натолкнули меня на эту мысль, раз уж они вот этим нодом, да, собираются устраивать еще большее количество вот этих вопиющих событий, резни всякой и так далее, а с другой стороны, они себя так ведут, что провоцируют, в общем-то, и достаточно большое количество мусульман в России. Я думаю, что это очень вызовет большое напряжение, так или иначе. Вот скажите, вот эту искру после того, как они не просто зажгли, а вот разбрасывают по разным очагам, они как собираются контролировать? Может ли этот пожар перерасти в возможности их контроля? Может ли быть, вот, например, этот флаг Советского Союза, он же был основан на том, что там завуалирована символика креста и полумесяца, то есть в этом серпе и молоте. Считалось, что Ленин эту цель преследует, чтобы вот обе конфессии, которых больше, чем других, видели в этом символе некоторое свое объединение. Может ли быть такое, что они сейчас попали этой искрой, скажем так, в самую опасную для себя точку, которая может в итоге с изнанки спалить все то, на чем они сидят и пируют? Про серп и молот, конечно, я в первый раз от вас это слышу, да, это очень интересно, кстати говоря, это немножко похоже и на крест, и на полумесяц, и еще исходя из того, что ведь коммунисты, они же не были атеистами, по большому счету. У них была своя религия просто. Они придумали новую свою религию, и богом у них был Ленин, который до сих пор лежит у них на Красной площади. Поэтому, да, вполне возможно, что вот объединяли христианство и мусульманство, и вот создавали новую религию. Очень интересно, конечно, надо будет подумать над этим. А то, что вот эти события могут произойти, знаете, Путин сделал себя как таким успешным, уважаемым тут на Западе, как бы борясь с исламским терроризмом, который они сами придумывали, они сами его поощряли, развивали, поливали его обильно необходимыми ингредиентами, чтобы он появился, и потом он с ним же и боролся. И вполне возможно то, что вы говорите, в этом русле это может направляться, потому что ведь не случайно именно с ИГИЛ заигрывают вот эти спецслужбы, и они вместе с ИГИЛ, я так полагаю, провели. Раз американцы говорят, я думаю, американцам стоит верить, что за этим стоит ИГИЛ, и если с ними связаны российские спецслужбы, значит, российские спецслужбы вместе с ИГИЛ проводили этот террористический акт. И сейчас, если
вот эти события вновь дальше будут развиваться, то и будут подниматься мусульмане, то это может иметь две стороны, с двух сторон. Как реально может получиться так, что мусульмане скажут, доколе, да, над нами тут будут так издеваться, и мы в конце концов... А мусульмане — это реально единственная сила на России, которая может что-то сделать. Но с другой стороны, может получиться так, что радикализировав вот это сопротивление мусульманское, которое будет оказываться Путину, Патрушеву и учреждению ФСБ, представить их каким-то таким страшным, страшной угрозой для Запада, что скажут, ну давайте поддержим Путина против ИГИЛа, мы можем поддержать Путина, потому что это именно тот продукт, который лучше всего Путин продавал за всю свою вот эту карьеру. Он боролся с исламистами, делал им обрезания, там на Мюнхенской конференции, эту известную его речь, вы, наверное, помните. Поэтому это может иметь как последствия для выхода из-под контроля у Путина с Патрушевым, что и они могут похоронить, вот эти исламисты, вот эти мусульмане могут похоронить этот режим. Также может быть получиться наоборот, что Путин может выкарабкаться из этой ситуации, и получится так, что выберем, помните, как между Сталиным и Гитлером выбирали, и выбрали Сталина, с ним договорились, а потом как-то, по-моему, Черчилль сказал, или Рузвельт, мы, по-моему, не ту свинью закололи. Была такая фраза. Поэтому может получиться вот в этом русле. Очень интересно. Будем наблюдать. Тогда смотрите, еще несколько вопросов. Во-первых, я подтверждаю то, что мне во всяком случае было известно. Вы сказали сами о том, что они даже еще и крали паспорта, и сами потом таким образом влезали, как бы инфильтрировали собой вот ИГИЛ, я имею в виду ГРУ теперь уже. А я вот знала, например, смотрите, уж раз мы вынуждены теперь разобрать отношения России и Таджикистана. Как известно, там находится, дислоцирована просто 201-я воинская часть, которая якобы занимается охраной границы Таджикистана и Афганистана, но, как поговаривают достаточно устойчиво, на самом деле контролирует наркотрафик. В общем, как бы то ни было, очевидно, что в военном отношении Таджикистан не только не сопротивляется нахождению там у себя российских военных частей, баз, это российская военная база 201, но еще и продлевает эти взаимоотношения аж до 2042 года. То есть, соответственно, они не есть независимые, а они есть вполне вот сателлит или прокси вот этой российской армии. Как бы разные вещи я слышала, то есть бывали разговоры о том, что Таджикистан вроде бы пытается немножечко как-то приподняться и вылезти из-под вот этого российского сапога. Конечно, хотелось бы, чтобы это стало так, потому что, как известно, это древнейшая нация, это персы, язык у них фарси, это авиценна, поэтому, в принципе, конечно, то положение, в котором сейчас находятся таджики на стройках и там дворниками, гастарбайтерами, нелегалами и всем прочим в России, это, конечно, очевидно, что просто последовательная какая-то удручающая политика, которая привела таджиков в это состояние. Но как бы мы ни крутили, давайте вот что посмотрим. Значит, в этих таджикских тюрьмах, в которых просто оказывались люди, поскольку там тоже есть тюрьмы, то там вроде как были тоже определенные вербовщики. Еще раз подчеркну, там дислоцирована целая военная база, нет с этим проблем. Вот эти вербовщики под видом мусульманских религиозных деятелей, не будем сейчас говорить там даже проповедники, да, вот так скажем, они находили внутри тюрем наиболее радикально настроенных. Их, соответственно, вербовали как бы в ИГИЛ. Но перед тем, как их туда в ИГИЛ отправить, они их забирали из тюрем и отправляли в базы ГРУ. Там их перепрошивали. Соответственно, они уже были не просто вот этими как бы новичками для ИГИЛа, но они уже шли с определенным багажом.
И они это все выгодно для себя как бы первое время использовали, то есть получая какую-то информацию, они росли быстрее внутри ИГИЛа, потому что часто их информация подтверждалась, где-то они какими-то звеньями начинали руководить. То есть, по сути, в этот ИГИЛ было внедрено очень и очень много грушников, но это я вам рассказала ту сторону, которую я знаю, а вы рассказали ту сторону, которая вообще просто подложными документами непосредственных агентов туда вот, инфильтрировала. Давайте теперь вот о чем поговорим. Раз вот здесь мы сошлись, то тогда можно себе представить, что когда у преступного режима, узурпатора, династии целой, Башара Асада, то есть сначала отец, теперь уже он, по-моему, в общей сложности чуть не 50 лет, возникли трения с собственным народом, который не захотел больше терпеть его узурпации, то, как известно, Путин решил ему помогать. Путин ему помогал сначала чуть более робко, а потом уже не просто нагло, а ковровыми бомбардировками, Да. уничтожая целые города, как, например, он сравнял с землей Алеппо, и он таким образом вот создал колоссальный поток беженцев, в котором был сам же заинтересован для того, чтобы все то, что он готовил раньше для ИГИЛ, для Сирии и так далее, оно же вместе с инфильтратом рвануло в Европу. Да. Тут же надо сказать, что когда ИГИЛ вдруг присоединился и стал бороться как бы против Асада, вроде бы объединившись с повстанцами, там, с гражданским обществом, с теми, кто не захотел терпеть эту узурпацию, то тут получается то, что вы говорите, как всегда, под чужим флагом. То есть они же могли, то есть Путин, и спровоцировать благодаря внедренцам в ИГИЛе это наступление. Башар Асад, испугавшись, так как и ни крути, он все-таки мажор, а не бандюган изначально. Он вырос уже в семье, которая ограждала его от этого, он просто по наследству заполучил этот трон, то он попросил Путина, чтобы он же и разобрался, по сути, с путинскими прокси, которые устроили там кошмар, ужас, ад. Спровоцировали огромное количество беженцев. Беженцы рванули в Европу, инфильтрировали с собой все. Сейчас уже никто, наверное, не разберет, который из кого там грушник и где там они начинаются, и где они заканчиваются. Он создает вот эту базу для гигантского хаоса, которая, может быть, только начинается. И вот теперь фактически то есть когда они выбирали между двух зол, я имею в виду иностранцы, то есть я имею в виду американцы, коалиция, французы, британцы, они как рассуждали? Значит, конечно, Башар Асад узурпатор, и это плохо, но ИГИЛ, то есть исламское государство, еще опаснее, потому что они постоянно захватывают какие-то нефтебазы, расширяют свои финансовые возможности, и в том числе там пересеклись интересы, значит, с плевыми путинскими кошельками. То есть там по этим фосфатным удобрениям вот эта история с Тимченко и, по-моему, Мельниченко, с одной стороны, и с другой стороны нефть, на которую уже положил глаз Сечин, которая тоже здесь НПЗ, нефтебазы и добыча. И это все не устраивало. И мне кажется, что там возник какой-то более многомерный конфликт, не такой однозначный, который выражается сегодня в том, что фактически усилиями Путина был удержан у власти Асад. Мир это проглотил, потому что мир решил, что исламское государство это еще хуже, чем Асад для них. И на сегодняшний день потоки беженцев в Европе, что Путина устраивает, Башар Асад у власти, что Путина устраивает, исламское государство формально вроде бы уничтожено, значит, американцами и примкнувшими в коалицию, а по факту они все равно просто разрознены, но продолжают действовать. И это все может указывать на то, что за всеми событиями, за которыми мы сейчас следим, это как две куклы-рукавички на одной и той же вот персоне надетые. То есть в данном случае я имею в виду Патрушев и Путин фактически могут быть с обеих сторон всех этих событий. Да, совершенно верно, Мария. Я только считаю один момент, что Путин не воевал, и Россия не воевала с ИГИЛ в Сирии. Они обходили их очень аккуратно. И вот те повстанцы, которые вначале выступили против Асада,
Они начали город за городом, воинскую часть за воинской частью отвоевывать, захватывать. И тогда вот появился вот это исламское государство Ирака и Леванты, и которое вслед за вот повстанцами, которые шли в сторону Дамаска, захватывали, они захватывали те территории, которые уже захватили и освободили эти повстанцы. И у них тогда возник этот конфликт. Это вот так все происходило. Вначале они как создавались, как в Ираке, вот это функционерами партии Баас Саддама Хусейна, которую курировал и Примаков, и ГРУ советская, и так далее, и ФСБ, и были созданы по образу и подобию ФСБ, вот эта система ГРУ ФСБ была создана, партия Баас, и система в самой Сирии, Башар Асад, она точно так же создана по советскому образцу вот этих спецслужб. В Ираке она была такая же. И когда американцы и союзники разгромили Саддама Хусейна, вот эти функционеры создали вот этих радикалов, которые были самыми мусульманистыми такими мусульманами, которые вот самые-самые такие были. И они пошли на помощь сирийцам, якобы на помощь, и в итоге пришли к тому, что сирийцы рассчитывали, что вот иракские вот эти из этой ИГИЛ, они как бы будут их прикрывать тылы, уходили вперед и оставляли небольшие группы своих людей охранять захваченные освобожденные базы, боебазы, города. А вслед шли игиловцы, которые тогда первая кровь пролилась между ними, когда они вплоть до убийства доходило, они убивали и захватывали эти части. И потом уже были очень сильно дезориентированы, как бы они не могли понять, что с ними происходит, вот эти сирийские повстанцы, которые не были готовы вот к этому коварству, которое к ним сзади подкралось. И в итоге тогда уже Путин вмешался, и они начали бомбить, и, как вы правильно сказали, Алеппо, Идлиб и другие города, но помните, Памир, да. Памир, у них такой город был, который ИГИЛ полностью захватил. Так вот, ИГИЛ его оставлял, выходил, туда заходили россияне, проводили там, кто Гергиев, по-моему, выступал. Ужас! Он с Ралдугиным, это кошмар. Они это назвали какой-то Пальмирой. Пальмира, да. Представьте себе, Гергиев дирижирует вот этой своей вот зубочисткой, свои эти вот эти, знаете, действительно, это уже не просто, вот была такая книга про него, «Призрак оперы города Энска», там говорилось, что он такой любитель шашлык-концертов. Но это уже, знаете, я не знаю, как вам сказать, уже после И Ралдугин, ближайший к Путину, вот этот его, я уже не знаю, не буду вникать в эти подробности, но тот, которому он подарил $2 миллиарда офшора, построил, реконструировал гигантский дом музыки на мойке в Санкт-Петербурге, то есть вот это все. Вот он на виолончели прям там, вот эти людоеды приехали, все играли. Да. И тогда вот самих убийств, самого разгрома ИГИЛа так и не было. Много раз проходила информация, в том числе и американцы заявляли, что Россия не воюет с ИГИЛ. Россия бомбит мирные города. Россия бомбила вот этих оппозиционеров, таких умеренных вот этих исламистов, умеренных вот этих мусульман, которые реально представляли проблему для ИГИЛ и для Башара Асада. А ИГИЛ, он как бы сохранялся. Да, видимо, какие-то группы ИГИЛ, которые напрочь отмороженные, они тоже разрозненные были, их уничтожались, они как-то с ними велась борьба. Ну вот в конце 16-го, начале 17-го года Игорь Хвостиков, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, собрал около несколько сот молодых людей по всей республике, и около 100 человек были казнены. Это очень такой интересный момент, который имеет доказательную базу, непосредственно человек, который принимал участие в задержании этих людей, потом был свидетелем казни этих людей. Он сейчас находится тут в Европе, он по программе защиты свидетелей, его зовут Сулейман Гезмахмаев, это бывший боец полка имени Ахмада Кадырова,
это являются вооруженные силы ФСБ, Росгвардия являются вооруженными силами ФСБ, и, которые расположены в Чеченской Республике. И второй полк имени Ахмада Кадырова, в котором служил вот этот Сулейман Гезмахмаев, это тоже являются вооруженными силами ФСБ. И тогда они казнили людей, но перед тем, как казнить этих людей, они заставляли их подписать подписку о невыезде. Затем они подписывали, им казалось, что их отпускают, их заводили в другую комнату, и на территории второго полка их там казнили. Затем их паспорта отправлялись в Москву для своих ГРУшников, для своих военных, которые внешне похожи по цвету волос там, и так далее, похожи на кавказцев. Там среди них были и кавказцы, и ингуши, и дагестанцы, и другие национальности кавказской наружности, так скажем. Затем телефоны отправлялись в Сирию, вот этих убитых чеченцев. И эти чеченцы якобы писали своим родственникам со своих телефонов: мы тут добрались до Сирии, мы на джихаде, у нас все нормально. И трупы сжигались на покрышках, их тела бросались в Сунджу, в Терек, в Чеченской Республике. И вот такая целая рота, можно сказать, была отправлена под видом ИГИЛ чеченцев, которые занимались, и я думаю, что многие из них живы, потому что это очень такой ценный актив, который продолжает свою террористическую деятельность под видом чеченцев, опять же, под видом чеченцев. Смотрите, когда произошла трагедия, террористическая атака 7 октября на Израиль, то тут возникает, в общем-то, тоже параллель, потому что то, что за атакой на Израиль, по всей вероятности, стоят российские спецслужбы в том числе, до этого заключения приходим не только мы с вами, но и непосредственно израильские государственные деятели и спецслужбы израильские, и даже депутат Кнессета в прямом эфире вышел намеренно на Russia Today и рассказал, что они это не оставят вот так безнаказанно, и что будет возмездие. Смотрите, просто дело в том, что 7 октября это же ведь тоже началось все с того, что они напали на зрителей, которые пришли на концерт. Да. То есть, смотрите, почерк этот это что-то какое-то, знаете, опять похожее. Бессмысленные убийства, без требований, без объяснений, бессмысленные просто акты террора. Да? Между прочим, когда происходили те события, о которых вы сказали в самом начале, то есть Москва, 2 дома, Волгодонск, Буйнакск, и потом их неудача в Рязани, когда люди просто оказались бдительными, там ведь тоже не было выдвинуто никаких требований. Это опять их стандарт. Да, убийство ради убийства. И теперь я хотела бы в заключение задать вам такой вопрос. Как вы считаете, то, чего они хотели достигнуть, проводя этот чудовищный террористический акт, им удалось в полной мере? Они хотели этого, или они хотели, чтобы еще больше погибло, когда здание бы горело, а никого бы из него не выпускали? Или они этими жертвами, знаете, это страшное слово, эти пресловать произносить, но их удовлетворяет то, что у них получилось? Или, понимаете, когда смотришь на то, что они устроили или помогали головорезам Хамаса устроить в Израиле, то есть они вообще, я так понимаю, исходят из того, что чем больше им удастся погубить, тем лучше для них. То есть они так, я понимаю, действуют. Но в то же время те террористы Хамаса, как вы говорите, шли в какой-то степени, сколько могли, столько убивали, а эти как-то ушли почему-то. То есть разница все равно есть. Те тоже ушли. Те тоже не остались и не бились до конца. Это тоже были провокаторы, самые настоящие. И там тоже могли быть сотрудники и ГРУ, и те самые эти, которых отправляли в Сирию под видом чеченцев. Настоящие чеченцы там тоже могли быть, сотрудники ГРУ, которые имеют жен, проживают в секторе Гази, имеют там своих семей. Потому что я, например, видел видео, когда привезли в Чеченскую Республику, во временно оккупированную Чеченскую Республику,
семьи родственников из Палестины и из сектора Газа, по-моему, это люди были. И один из мужчин, обняв ребенка, которого привезли из Палестины, плакал, чеченец. Он обнял его и плакал. И у нас как бы мужчины очень редко могут плакать. И это если очень там, близкий человек там, умер. И мне показалось, что, ну это, конечно, уже такие мои предположения, что это там погибли его родственник какой-то, и эти дети того погибшего возвращают на родину. Обычно так у нас всегда происходит, потому что родственников, детей наших будут воспитывать наши родственники. Поэтому мне показалось, что там все-таки погибли представители российских спецслужб и чеченской национальности, скажем так. Вероятно. Но это как такие мои наблюдения были по этому поводу. Поэтому... Ну, значит, таким образом, наверное, только надо дать, наверное, какой-то небольшой прогноз или, может быть, даже предупреждение, потому что раз это уже, видите, носит такой характер, что они именно на концерты вылезают, то есть это какая-то у них такая, ну, как сказать, новая задумка. Либо тоже появились в кадре, в интернете кадры про то, что они осматривают какие-то парковки, может быть, опять жилые дома. То есть я так понимаю, что это еще не все, это только, в общем, начало какой-то волны терактов, которые Путин затеял вместе с Патрушевым, вероятнее всего, я с вами согласна. И тут, скорее всего, это все еще должно достаточно громко полыхать до инаугурации, как я предполагаю. Ну а то, что начнется после, тут вообще... наверное, предположить сложно. Да, мне кажется, определенный успех, если это можно назвать, у них есть. Ну, это их территория, Россия, там они могут творить, что хотят, отрезать уши, взрывать, расстреливать, убивать, им за это ничего не будет. И раз они это делают, раз они так вот продвигают вот эту свою линию террора, это их последний козырь, который они достали, и они его, я полагаю, используют на всю просто катушку, и, скорее всего, Россию ждет, ну, кровавый период террора. Я полагаю, что в этом году это все это, вот этот теракт в Крокус-Сити, он запустил вот этот, дал старт всему этому. Я думаю, что мы еще увидим не один террористический акт. И как в России, так, я думаю, и в Европе, если европейские спецслужбы не смогут предпринять что-то достойное. Как-то я так. думаю, что наши надежды, ну, во всяком случае мои, сосредоточены на успехах схождения благодатного огня по НПЗ. Мне кажется, ну, хотя, конечно, это чуть, может быть, более долгий путь, но, тем не менее, я думаю, что это единственное, что способно остановить путинскую преступную машину зверств и войны, Да. потому что просто не будет на чем вот именно что передвигаться и как сеять дальше это горе, и как сеять эту бесконечную череду смертей, этих ужасов, террористических атак. А извините, еще вот, пожалуй, давайте в конце, в завершении программы об этом поговорим коротко. Смотрите, то, что произошло в Крокусе, случилось через сутки после того, как они направленно бомбили Днепрогэс. Это является преступлением, которое классифицируется почти так же, как использование ядерного оружия. Ну, чудом, слава богу, Днепрогэс устояла. Но кто знает, какие там трещины, есть они, нет и так далее. То есть это все равно не может быть так, вот, знаете, ну, не разобрано, а все-таки внимание общественности, как ни крути, это еще вот, добавляем в ту его путинскую людоедскую копилку. Кроме всего прочего, все отвлеклись от того, что он только что чуть было не погубил, может быть, даже сотни тысяч людей, которые оказались бы затопленными, и все переключились на спровоцированную им же или устроенную, или организованную, или каким-то образом инспирированную им же террористическую атаку в Крокусе. И мало этого, еще и выражают этому самому террористу, который вчера еще направленно ракеты отправлял на Днепрогэс, ему звонят и выражают соболезнования. Ну вот скажите мне, пожалуйста, не в театре ли абсурда мы живем? Ну, ему выражать, конечно, никто не будет из нормальных людей, потому что, ну, это преступник, это матерый убийца. Да, погибшим невинным
Кстати говоря, каждый день в Украине погибает столько же и невинных, и украинских солдат, и получают увечья, даже больше. Каждый божий день. Мы просто про Крокус-Сити. Я хочу вам сказать, да, в Крокусе сейчас они там вроде как 100 человек там без вести, и эту цифру, которая официальная, там 130 с чем-то, еще можно, наверное, сказать, что плюс те 100, скорее всего, о которых они говорят как пропавших без вести, то есть они еще занижают пока. Но вы совершенно правы. Те несколько часов, которые показались абсолютным адом для тех, кто находился в Крокусе, это несколько часов, а Украина содрогается под этими атаками. Я уже сейчас не говорю про период, начиная с 2014 года, но с момента полномасштабного вторжения просто каждую ночь люди не знают, проснутся ли они живыми. Поэтому по сравнению с тем, что этот мясник вытворяет в Украине, я понимаю, что вы выразили соболезнования, это ваше право, но мне вообще трудно смотреть на то, как люди, на налоги которых ведет Путин свою преступную войну, еще умудряются ходить на какие-то концерты. То есть это какой-то, простите меня, пир во время чумы, особенно после того, как их предупредили все разведки и все спецслужбы мира. Да, это так. И я человек, который пережил геноцид. Украина еще не пережила. При всем том, что вы сейчас абсолютно правы, Мария, она еще не пережила даже 10-й части, что пережил чеченский народ. Постгеноцидный народ. Мы не только потеряли 30% от всех наших граждан, и в том числе наших не чеченской национальности граждан. Мы пережили геноцид, мы пережили фильтрационные, так называемые, концлагеря по всей республике. И, конечно же, это очень все тяжело, все, и мы виним в этом Россию, и виним в этом имперский русский народ, но гибель невинных женщин, детей, там, кстати говоря, погиб один охранник-чеченец, который там находился, который пытался остановить этих террористов, был убит, был безоружным. И поэтому, да, кто-то платит налоги, кто-то одобряет геноцид чеченцев, кто-то среди них, наверное, одобрял и геноцид украинцев, но мы как люди, в первую очередь, мы должны понимать, что невинных людей убивать нельзя ни в соответствии с религией, ни в соответствии с международным правом, ни в соответствии с общепринятыми человеческими нормами. Поэтому как-то так. Хотелось бы, конечно, чтобы быстрее закончилось, но, скорее всего, нас ждут еще очень большие потрясения и очень много крови. Аслан, я благодарю вас за программу, за ваше время, за ваш подробный и очень интересный анализ. И я надеюсь, что мы встретимся с вами в ближайшее время, посмотрим за развитием, будем наблюдать за развитием событий. И как надо говорить теперь, не Марша Вогила, а Марша Ойл. Марша Ойл. Ойл, да. И вам Марша спасибо. Ойл. Да, Марша Ойл. Спасибо вам большое. Спасибо, Мария. До свидания. До свидания.